нужно понимать, что ты будешь жить как нормальный гражданин. И то, что ты сделаешь с государством сегодня и с обществом сегодня, с этим тебе придется столкнуться через несколько лет в качестве рядового гражданина. И сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Это секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ России Владимир Владимирович Путин. За 25 лет Путин проделал, конечно, чудовищный, неожиданный, никем не ожидаемый откат к таким вот, даже, я бы сказал, уже до брежневским временам. У Брежнева все-таки была более зрелая система. Она тоже была вполне людоедской, но там были какие-то ограничения. Кто за то, чтобы дать согласие президенту на назначение Владимира Владимировича Путина на должность председателя правительства? Пожалуйста, включите режим голосования. У нас вызывает глубокое отторжение и несогласие тот стиль, с которым президент пользуется при назначении его. Мы считаем такие решения издевательскими по отношению и к людям, и к стране, и к власти. Мы считаем, что управление страной – дело гражданское, и спецслужбы должны контролироваться также гражданскими лицами. Решение принимается. Владимир Владимирович, мы поздравляем вас с назначением на пост председателя правительства. Едва став президентом, едва избравшись, он избрался в марте, а уже в мае, сразу после инаугурации буквально, он начал атаку на федерализм через реформу Совета Федерации, изгнание оттуда губернаторов и председателей региональных законодательных собраний. Начал атаку на независимые медиа, арест Гусинского и возбуждение уголовных дел. Ну да, были вехи, так сказать, на этом пути принципиальные. Крым, нынешняя война, арест Ходорковского можно вспомнить, переписывание Конституции 2020 года, убийство Навального, там вех много. Но, строго говоря, это такой вот прямо поступательный процесс. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. То, что могло бы остаться внутренним делом России, не повезло ей так. Не смогла она дать отпор этим поползновениям в свое время. Не смогла защитить свои государственные институции. Откатилась назад к Средневековью. В конце концов, с кем не бывает. Но доигрался Путин до войны. А это вот уже проблема глобальная. И до Путина российские институты были далеко не в идеальном состоянии, но тем не менее они двигались в направлении укрепления. А Путин это все, весь процесс остановил, потом развернул в противоположную сторону, все институты буквально уничтожил. Самый печальный итог – это, конечно, война. Менее очевидный – это глубокий откат, я бы сказал, России от принципов государственности к принципам вождества. Там лояльность определяется не институциями, а персоной. Есть вождь, есть Россия. Нет вождя, нет России. Жизнь у монархов достаточно сложная, она полна ограничений. Люди не принадлежат себе, и это их судьба. И это уже навсегда. В этом смысле жизнь и судьба избранного руководителя государства, на мой взгляд, значительно лучше, потому что она дает возможность и шанс человеку проявить себя в самом большом деле, в служении Родине, по максимуму, но в то же время предоставляет возможность жить нормальной жизнью после исполнения этих служебных обязанностей, после завершения срока полномочий.
Ельцин был очень властолюбивым человеком, но у него были представления о государстве, о собственной ответственности и о своем месте. И поэтому тот ушел. И не побоялся стать слабым и зависимым. Потому что, у него осталась там охрана, 2-3 автоматчика. Да? Для Путина это катастрофа. Он не может отказаться от власти. Он живет в султанате. А в султанате свергнутого начальника не жалеют. Он радикально изменил траекторию движения России. Если до его появления Россия пыталась двигаться в направлении построения нормального демократического общества, то теперь он выстроил в России жесткое авторитарное государство, которое после начала войны вообще начало дрейф в сторону государства тоталитарного.